Куда сбежала лошадь с первого этапа конно-спортивного турнира «Терра Башкирия»? Что будет с районами, которые вдруг откажутся от участия в соревнованиях? И состоятся ли вообще скачки в ближайшую субботу? Об этом поговорим в программе интервью «Здравствуйте». И я представляю моего собеседника. Это Руслан Насыров, заместитель директора Центра компетенции по коневодству и конному спорту Акбузат Республики Башкортостан. Руслан Рафаэльевич, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Ну, теперь первый вопрос, который волнует всех: куда сбежала лошадь? Как вообще это могло произойти на первом этапе конно-спортивного турнира? Такой популярный вопрос за последние 2 дня. Выслушивал его много раз. И, конечно, это досадное недоразумение. Не хочется говорить, что там Акбузат не виноват, либо еще что-то. Но получилось следующее. Лошадь, конечно же, уже найдена. Это лошадь кобылы Ишимбайского района по кличке Лоза 16-го года. И можно, конечно, пошутить и сказать, что это просто дама, попавшая в столицу, не совладала с эмоциями. Но факт в том, что до этого у нас, если кто смотрел телевизионную трансляцию, либо был гостем на этом мероприятии, видели, что были падения. Их за 14 число было 3, то есть 3 инцидента, 2 жокея и 1 наездник. Были падения, наверное, связываем это с погодными условиями. И в момент падения заезжала скорая помощь. И в тот момент не закрыли двери, и совпадение произошло именно, что лошадь, которая решила скинуть жокея, увидела выезд и выбежала в открытые двери, ворота. Вот, лошадь найдена, и все в порядке. Инцидент, конечно, там проработан внутри нашего предприятия, меры приняты, исключаем возможность повторения подобного. Но такой вот черный рекламный ход получили там без нашей воли, но резонанс идет такой, что вплоть до иностранных новостных агентств спрашивают о нюансах, о предоставлении прав на видео. Мы, конечно, не знаем, радоваться или печалиться по этому поводу, но то, что обратили дополнительное внимание на ипподром Акбузат нашего города, ну, наверное, как событие это важно. Где поймали вообще, цела ли лошадь, невредима ли машина? Там по дорогам же все-таки она бежала. Ну, лошадь, видимо, знала правила дорожного движения, поэтому в целости и сохранности прошла несколько кварталов, сориентировали местные жители, вызвали специальное транспортное средство по перевозу и доставили ее домой. Уже дома, уже в Ишимбайском районе продолжает выполнять свои каждодневные обязанности. Но мы говорили с вами о том, что сейчас вы хотите обратиться в ГИБДД, чтобы установили знак, да? Да, ну одна из мер, и, наверное, логично, это мы готовим обращение в ГИБДД для того, чтобы рассмотреть возможность установки соответствующего дорожного знака, говорящего проезжающим мимо, сообщающего проезжающим мимо водителям о том, что возможен выход домашних животных. Потому что если мы исключаем даже случай подобного инцидента в будущем, то сам факт, что с ипподрома может выйти животное, потому что по правилам дорожного движения это не запрещено, и гужевой транспорт также может выйти на какие-то там парады или еще что-то, маловероятно, но может. Поэтому обратимся, надеемся, что предложение, просьба наша будет рассмотрена, и в ближайшее время либо получим знак в центре города о том, что в Уфе могут быть домашние животные, либо какой-то аргументированный ответ. В свете последних событий состоятся ли вообще скачки в предстоящую субботу? Состоятся. Мы напомнили организаторам и соорганизаторам, и районным участникам, что изначально все-таки Терра Башкирия появился как телевизионный проект с рабочим названием «Скачки». И первое видение, которое инициаторы предложили, это телевизионного проекта, и потом только был дополнен момент, связанный с ярмарками, выставками от районов, с живыми людьми, которых мы приглашаем и которые приходят. Поэтому возвращаемся к истокам, делаем акцент на освещение в средствах массовой информации, в телевизионных прямых эфирах и повторах. Поэтому ущерба самому техническому действию турнира мы не видим, но, к сожалению, без гостей, без ярмарки, но, тем не менее, допускаем, что какое-то определенное количество желающих прийти и посмотреть будет, но думаем, что это будет минимальное количество. В этом году соревнования несколько изменились. Очень строгие требования к лошадям башкирской породы. Уже не допускаются какие-то другие породы и так далее. Как решили этот вопрос? Вопрос решаем. К сожалению, не всегда получается очень гладко его решить. В этом
В первом этапе сезона 2020 года были лошади, которые участвовали вне зачета. То есть они были условно допущены, но участвовали вне зачета. Сейчас мы в соответствующем положении о проведении турнира прописали башкирская лошадь и рабочая лошадь, то под каждым из этих определений есть определенное техническое сопровождение, описательная часть, что же такое там лошадь рабочая, что же такое лошадь башкирская. Если вы внимательно смотрели сезон 2019 года, то иногда на дистанции вот этой оговоренной 1400 метров разница по времени 40 секунд. И вот эта растянутость в скачке, она связана в 90% случаев не с тем, как готовили лошадь, а с тем, какой потенциал генетический у данной лошади. Если это исконно башкирская лошадь, которая никак не улучшалась, то такие лошади выступают примерно одинаково, что и показывают финальные две скачки, которые идут только на лошадях башкирской породы. Если происходит растягивание, если мы видим, что лошадь там красивая, статная, с узкими ногами, с узкой шеей и больше похожая на арабского скакуна, то такие лошади, к сожалению, продолжают районы вести, но идут вне зачета. В районах решается этот вопрос, да, не было лошадей башкирской породы, ну чего греха таить, да. Сейчас изменилась ситуация, как-то, может быть, закупили у Уфимского завода и так далее. Как решается этот вопрос в районах? Нет такой проблемы? Ну, проблема еще остается, потому что минимальное количество лошадей, которые должны были привести районы, это 8, максимальное 12. Два района не выполнили этого требования, привезли недостаточное количество лошадей, и не все из них были допущены еще, плюс ко всему. Но мы продолжаем работать на уровне отделов сельского хозяйства, замов глав по сельскому хозяйству. Напоминаем, что, например, в следующем году будут еще более ужесточены требования к лошадям, и будет прописываться только башкирская порода лошади, а это которая должна и выглядеть как башкирская лошадь, но и обладать соответствующим документом, паспортом лошади. Это будет подтверждать, что это порода, что у нее есть понятные мама и папа, что у нее генетика, та, которая должна быть, и мы выполним одну из целей, задач турнира, это именно башкирскую лошадь показывать, башкирскую лошадь освещать и делать все вокруг именно нашего культурного наследия. Есть районы, которые отказываются от участия? Ну, были районы и из числа проскакавших 14 марта, которые, конечно, в силу проведенного жребия были в неравных условиях, потому что поучаствовать в ту погоду, которая была 14 марта, и ту погоду, которая, например, будет в мае, июне, июле, это, конечно, совершенно разные условия. На сегодня у нас остается проблемный район Зилаирский. То есть пока не хотят и говорят, что не готовы, ссылаются на какие-то сложности с частным коневладельцем, который обещал подготовить лошадей. Ну, у нас резонный вопрос, если мы говорим про Зилаирский район, который мы ждем, и в графике по итогу жеребьевки он стоит на 21 марта, на эту субботу, как при поголовье 2200 с небольшим хвостиком лошадей в районе, неужели нельзя подготовить 8 лошадей из числа, например, тех же самых пастухов? Потому что табунное коневодство, оно обязательно требует наличия человека, который за ними следит, и они есть. И Терра Башкирия — это все-таки мероприятие, которое призвано привлечь обычных жокеев-любителей. Это по факту просто те мальчишки, мужчины, девушки и иногда пожилые люди, которые просто уверенно держатся в седле, либо без седла, да, все-таки мы это тоже наблюдаем очень часто, и готовы привести своих лошадей. И от районов просим только помочь этим людям организоваться, привести, даже более того, в этом году у нас выделены финансы на то, чтобы поддержать тех, кто везет своих лошадей. На каждый район выделена сумма в 50 тысяч рублей, которая идет коневладельцу, как раз который, возможно, понес определенные финансовые издержки на то, чтобы подготовить и привести лошадь. А вот финальные скачки, которые из двух этапов состоят, там награждаются уже жокеи, и тоже выделены соответствующие финансы на то, чтобы поддержать жокеев, которые приехали и выступили достойно. Поэтому мы можем сказать, что покрываются, если не в полном объеме, то частично затраты на подготовку к Терре Башкирии. И есть еще один момент, который моя совесть говорит, что обязательно надо осветить. Это Всемирный Курултай Башкир
также решил поддержать турнир Терра Башкирии, выделили дополнительно 1 миллион рублей, который будет разыгран на финале 12 сентября. И эту акцию они решили сделать 3 года подряд. Поэтому у нас к тем 10 миллионам, которые выделил бюджет республики, добавляется отдельно 1 миллион рублей, который будет разыгран именно от Всемирного Курултая Башкир. Поэтому сумма, я считаю, что довольно достойная и распределена будет, наверное, между лучшими жокеями и наездниками нашего региона, а может быть и среди приезжих, если мы говорим про тех, кто может также в 12 сентября и каждый другой день мы добавляем к скачкам Терра Башкирия скачки и заезды от профессиональных жокеев и наездников, поэтому им тоже может достаться какая-то денежная сумма, которую они там распределят по своему усмотрению. Коротко, башкиро-татарское дерби состоится? Такую вы инсайдерскую информацию берете. В работе не могу сказать, состоится или нет, тем более сейчас усложнено все вот этим обострением переездов между субъектами нашей страны. В работе ведем переговоры с Министерством сельского хозяйства Республики Татарстан. Возможно, проведем это, пока намечено на июль. Но будет или не будет, пока под вопросом. Но хотим, чтобы привезли татары свою команду лошадей и жокеев, и башкиры встретили их в дружеских соревнованиях на наших лошадях, и наши жокеи выступят. Ну что абсолютно точно, что соревнования, второй этап конно-спортивного турнира Терра Башкирия состоится в эту субботу, все верно? Все верно, в эту субботу на ипподроме Акбузат в 12:00 начало, но напоминаю, что больше внимания просим уделить на телевизионную версию этого шоу, а не на то, чтобы прийти физически. Спасибо большое, что пришли к нам. Еще раз напоминаю, в эту субботу состоятся соревнования. Второй этап конно-спортивного турнира Терра Башкирия на ипподроме Акбузат. Он начнется в 12:00, но уже соревнования будут проходить без зрителей. Зато будет прямая трансляция на нашем телеканале, и начнется она в 11:55. Любите спорт и будьте здоровы!